Чемпионат России по альпинизму в техническом классе продолжается. Несмотря на то, что гору Цейлом периодически заволакивает густым туманом, это не может остановить альпинистов, которые в данный момент находятся на стене. Никакие погодные трудности не испугают этих ребят на пути к преодолению опасного маршрута. Погода в горах меняется так же часто, как и настроение у капризного ребенка, шутят судьи чемпионата. Несмотря на то, что светит яркое солнце, снега меньше не становится. Некоторые команды уже завершили восхождение по склонам горы Цейлом и теперь на заслуженном отдыхе. В их числе Красноярск-1. Ребята выбрали своим маршрутом первопроход и, несмотря на не самый лучший по их меркам результат, завершили восхождение. Конечно, маленечко так мы шли медленнее, чем планировали. Ну и маршрут мы, конечно, оказался сложнее, чем на самом деле. Мы планировали потратить времени намного меньше. Вот. Ну, оказался такой сложный маршрут, особенно верхняя часть. Там такой был вынос, что где-то примерно 30 метров пролез Игорь, а я был на станции, потом метров на 12 аж от станции меня вынесло. Тренеры провожают своих подопечных практически к подножию горы, чтобы там дать необходимые наставления перед стартом, как наставник команды из Северной Осетии. Эти ребята участвуют в чемпионате России в Ингушетии впервые, поэтому небольшое волнение все-таки есть. Учитывая, что команда молодая, в прошлом году мы не могли выстоять, потому что они только закрывали первый разряд. Ну, успешно складывается. В школе выступили, там, ну, не самые последние, скажем, 9 место. Сейчас ребята вот на маршрут Дора 4 серьезный маршрут, идут потихоньку, работают. Все хорошо, очень нравится место, скала, все нормально. А вот ингушская команда в полдень взбирается на вершину Цейлома. Связавшись с судьями по рации, альпинисты уточняют некоторые детали. До вершины еще веревка, прием. Это не первый, это крайний убирает. Первый два уже наверху. Ну вот третий, когда поднимется, будет команда на вершине. Но не всем так везет с восхождениями. Команду из Воронежа немного подвела погода, и совершить восхождение не удалось, даже со второй попытки. Однако ребята не унывают и готовятся попробовать свои силы еще раз. 2 раза попытались, первый раз не туда полезли, второй раз на ночевке снегом нас засыпало, приняли решение спуститься. Вот спустились, ну, самочувствие отличное. Что Сейчас дальше планируете делать? попробуем 5Б на Курочки на маршрут залезть. Послезавтра собираемся выходить. Пока в лагере кипит жизнь, с горы спускаются альпинисты из Красноярска. Это уже вторая команда из этого края, приехавшая на чемпионат. Первым делом поздравления от коллег, затем советы по рации тем, кто еще находится на стене. Выходите на следующую перемычку, там где лавиноопасный кулуар. Мы были в Кошках, мы обошли по скалам верхом. И последнюю веревку человек со страховкой перелез. Ну, мы перила навешали и прошли. В сам кулуар спускаться не рекомендую, там лавиноопасно. У нас из-под ног лавина ушла, прием. Затем, чтобы оперативно освещать деятельность альпинистов на их официальном сайте, следит Дмитрий Коклин. Именно ему спортсмены скидывают свои видео и фотоматериалы, снятые на высоте, и донести до людей все прелести захватывающего вида спорта – вот задача, которая стоит перед Дмитрием. По совместительству он еще и судья по технике. Мы хотим, чтобы это соревнование, этот чемпионат был максимально освещен в средствах массовой информации, поэтому мы просим всех, кто есть участники, судьи, просто приезжающие люди, чтобы они то, что фотографируют, видеосъемку, скидывали потом. В дальнейшем это собираем, отсылаем, либо вот идет новости, постоянно каждый день публикуются новости о состоянии, кто поднялся, куда прошел, какая погода на сайте Федерации России, на сайте Рискру, то есть самые крупные сайты для экстремалов, порталы, то есть там постоянно идет обновление информации. Всего на штурм горы Цейлом участникам дается 16 соревновательных дней, однако вопрос, кто закрепится на первой позиции в таблице чемпионата, останется актуальным до полудня 12 февраля. Это финишное время для участников. Тамерлан Хохоев, Гапур Чехкиев, Новости 24.